Живут ли среди нас экстрасенсы и ясновидящие, и как они выглядят? В Якутске проходит отборочный тур на шоу «Битва экстрасенсов Якутии». Десятки человек пришли в гостиницу «Арт Туда Иду», чтобы узнать, обладают ли они паранормальными явлениями. Но и еще найти человека, который спрятан в одной из этих комнат. Узнаем, есть ли среди нас экстрасенсы. Заявки предварительно по телефону подали около 30 респондентов. Из них, думаем, что человек 20 сегодня точно будут. Еще второй кастинг у нас будет проводиться на следующей неделе, так как должны приехать люди из Улусов, а также из других городов России. Нет, главное, чтобы был дар. Экспертами в проекте выступили участники первого и второго сезона «Экстрасенс Якутии», практикующие шаманы и ясновидящие, как Елена Евсеева и Юрий Иванов. Психологи, а также фокусники, которые могут разоблачить шарлатанов, появятся в финале проекта. Узнав о том, что можно проверить свои экстрасенсорные способности, к организаторам пришли десятки человек. Это люди разных национальностей, профессий, возраста. Всех их объединяет одно – они считают себя необычными. Одни из них утверждали, что могут просканировать человека и узнать, чем он болен. Иные, что слышат голоса и видят мертвых. Другие, что могут не только слышать, но и общаться с духами. Способности у меня проявились лет 8 назад. Так я работала учителем русского языка довольно долгое время, 14 лет. Но потом в возрасте Христа, 33 года, у меня открылся дар ясновидения. Это по линии отца. Отец у меня был ясновидящий, и по линии отца там тоже есть белый шаман. Бывает у людей проблемы в личной жизни, по работе. И бывает так, что, оказывается, он связан с ушедшим родственником. То есть есть некротическая связь. И я выхожу на связь с этим родственником, и договариваюсь с ним. Бывают тоже разные моменты. Да, там медиум. Работаю с картами Ленорман. Но в основном информация у меня через сны. А так, чувствительность рук тоже есть, то есть пятки. Я с детства, так скажем, обнаружила, что есть что-то что нет у других ребят, так скажем. Вещи, сны, предчувствия событий. Да, могу угадать предмет, который в пакете или в коробке. Дар возник в плане того, что я вижу сны, помогаю людям. Например, могу сказать, что болит, то есть лечение, смотрение и так далее. Вдохновляют меня кошки, луна и вороны, к сожалению, так. Каждый экстрасенс заявляет, что может видеть человека насквозь или узнать, что за предмет спрятан за 7 печатями. Организаторы проекта предоставили участникам такую возможность в первых 2 испытаниях. Первое задание – 3 конверта, в каждом из которых спрятаны геометрические фигуры 3 разных оттенков – красного, зеленого и синего. Нужно было определить, в каком конверте какой предмет и какого он цвета. На задание участникам дали 5 минут. Для кого-то достаточно было лишь взглянуть на конверт, чтобы уже дать свой ответ. Круг синий. Круг синий. И тут треугольник зеленый. Треугольник зеленый. Треугольник синий. Молодец. А кто-то был вынужден потратить все выделенное на задание время и все равно претерпеть фиаско. Во время теста экстрасенсы могли пользоваться любыми привычными методами и любыми хорошо проверенными в деле предметами. Кто-то использовал чувствительность своих рук, кто-то доверял исключительно своему внутреннему голосу, кто-то использовал атрибутику в виде свечей, четок или даже кинжала. Второе задание для участников – сундук, в котором был припрятан некий предмет. Надо было угадать, что это за предмет, кому он принадлежит, мужчине или женщине, и из чего он сделан. В один из моментов в сундук была припрятана вещь, принадлежавшая корреспонденту ЕСЕ. Круглая форма из шипами. Почему-то, и почему-то то ли это резина, то ли пластмасса. Детская игрушка получается. Цвет какой-то, знаете, там желтый, голубой, какой-то он не однотонный, а несколько цветов. К счастью корреспондента и к неудаче участника это был всего лишь теплый шарф.
Но не все участники претерпели фиаско в этом испытании. Юлия Васильева из Нюрбы, которая заявила, что у нее шаманская болезнь, смогла дать определение предмету, спрятанному в сундуке. Мужская вещь, красивая. Типа сувенира. Она принадлежит мужчине. Цвет какой-то вы говорили, какой цвет? Наверное, серебристый. Ну все. Спасибо. Материал. Железный, наверное. В сундуке был припрятан действительно красивый предмет – знаменитая статуэтка в виде хамуса, которую вручают ежегодно в конкурсе эстрадного вокала «Этеген Хамус». Эта награда в этом году была вручена основателю группы «Чарон» Владимиру Махначевскому. Последним заданием было найти человека, который спрятан в одном из номеров гостиницы «Ортодойду», где, кстати, и проходил кастинг проекта. При помощи фотографии в конверте участники должны были рассказать об этом человеке и найти его. Кто-то молодой. Лет, наверное, как мне, может быть, от 20 до 25. Мне кажется, что это женщина. Мне кажется, она с меня ростом, может, чуть поменьше. Пожилая женщина, невысокого роста, светлые волосы, волнистые до плеч. Так, ну лет ей где-то 55-56, может. Светлые волосы, да? Да. Проблемы со здоровьем и в личной жизни. Ближе всех к правде оказалась Юлия Васильева. В номере 205 пряталась администратор гостиницы «Ортодойду», 23-летняя девушка без проблем со здоровьем и личной жизнью. 28 и 29 марта состоится очередной этап проекта под названием «Дни магии», где прием будут вести практикующие гадалки, хироманты, ясновидящие, целители и ведуньи, а также участники проекта «Экстрасенс Якутии». Для них организаторы проекта подготовили свои задания. В апреле состоится финал проекта, и республика узнает имя того, кто действительно обладает сверхъестественными способностями. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.